По законам Российской Федерации президентом может стать любой гражданин в возрасте от 35 лет. Но я решила долго не ждать и уже сейчас баллотироваться. Что ж, давайте узнаем, что же значит быть президентом. В нашей республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии номер 1 важный день, а именно выборы нового президента школы. И казалось бы, что в этом сложного? Это довольно непростая работа. Выдвинуть свою кандидатуру на выборы может каждый желающий от 8 до 11 класса. Но заключительный этап прошли лишь 5 кандидатов, и вот они перед вами. Я думаю, что нужно вернуть дежурных по этажам учителей и в каждом корпусе. Проводить день самоуправления не только на День учителя, но и также в другие дни. Я хотела бы проводить в нашей школе дискотеки, потому что во многих школах это активно развивается, действует. Буду делать все, что в моих силах, чтобы улучшать нашу школу. Каждого кандидата оценивает не только директор и члены школьной администрации, но еще специально созванная комиссия, состоящая из учеников гимназии, прошедших специальное обучение. От каждого кандидата требовалось представить свою предвыборную кампанию, рассказать о своих планах и намерениях, а также ответить на вопросы оппонентов. Скажи, ты тоже, так же как и я, баллотируешься в президенты гимназии. Но чем твоя предвыборная кампания отличается от моей? Я хотела бы создать литературные вечера, в котором с помощью сплочения учеников мы составляли бы какие-то сценки, где играли бы на различные темы, литературные, естественно, какие-то произведения, которые требуют особого внимания, которые помогут даже при сдаче экзаменов. Как ты думаешь, какими качествами должен обладать президент? Я думаю, что президент должен обладать лидерскими способностями, чтобы все идеи учащихся передавать администрации школы. Он должен быть всегда ответственно относиться к своей работе и также быть доброжелательный и всегда показывать позитив и свой настрой. Да, иногда это будет тяжело, но при этом он будет осуществлять какую-то жизненную позицию школы, которая будет часто веселой. То есть, чтобы в школе были не просто серые, обычные, скучные будни, а также позитивный настрой у всех учеников. Участие в выборах – это не только очень интересно, но и полезно, ведь во время создания собственной предвыборной кампании ты становишься частью чего-то значимого. И даже если не победишь, то 100% попробуешь себя в новой роли. Что ты первым делом сделаешь, если станешь президентом гимназии? Первым делом мы, наверное, будем обсуждать с администрацией школы проблемы с питанием, а также изменения по поводу дресс-кода. Что ты первым делом сделаешь, если ты станешь президентом гимназии? Я должен стать президентом гимназии, поскольку моя программа подразумевает то, что ученики будут облегчены в плане второстепенных вопросов. Например, опять же, касаемо дресс-кода, это позволит им больше сосредоточиться на вопросах учебы. Благодаря этим выборам выбирается президент и вице-президент гимназии. Вот лично я, если пройду, то обязательно создам подшефные классы, а также организую группу поддержки для наших команд по волейболу и баскетболу. Голосуя за меня, вы выбираете себе не только счастливое будущее, но еще и не скучную, а наоборот интересную школьную жизнь. Веселые и интересные мероприятия, увлекательные дни и много нового, крутого и очень полезного. Анна Садова, Дан Хамитов, специально для Горы новостей.